эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Обстановка на реках Якутии развивается по прогнозу. Ледоход на реке Лени наблюдается у гидропоста Джарджан. В Нерингринской центральной районной больнице подарили новый аппарат УЗИ. Там откроется отделение паллиативной медпомощи. Выпускники 11 классов сегодня сдали ЕГЭ по русскому языку. Айсан Николаев подведет итоги месяца на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». В Якутии необходимо создать резерв бумаги для типографии. С таким предложением на оперативном штабе по поддержке экономики выступил представитель Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики. Бумага необходима для печати газет и журналов. В настоящее время существуют определенные сложности с поставщиками, поэтому в ближайшее время необходимо закупить стратегический запас для хранения его в республике. Также в министерстве обращают внимание на проблемы, которые возникают у пользователей спутниковой телефонной связи. Многие производители прекратили свою деятельность на территории России, и некоторые спутниковые средства связи перестали работать. Поэтому сейчас необходимо найти альтернативные аналоги, чтобы обеспечить спутниковой связью экстренные службы. Вдали от населенных пунктов там, конечно, необходима мобильная спутниковая связь, то есть переносная, да, то есть понятно, что человек или группа не будет с собой носить какую-то спутниковую тарелку, поэтому нужен мобильный телефон для этого. К примеру, мы рассмотрели Турая, это Объединенные Арабские Эмираты, дружественная Российской Федерации страна. Можно приобрести данные аппараты и оснастить оперативные службы. Вопрос в дальнейшем прорабатывается, будет рассматриваться на следующих оперативных штабах. Также на совещании рассмотрели вопросы, связанные с одним из важнейших секторов экономики – туризм. На сегодняшний день эта отрасль в Якутии развивается. В республике реализовываются инвестиционные проекты, например, по строительству 4-звездочных отелей. Такие проекты должны увеличить туристический поток, который является показателем развития туристического сектора. На сегодняшний день в регионе насчитывается 206 гостиниц. Но чтобы удовлетворить потребности всех туристов, этого количества не хватает. Для этого мы тщательно наблюдаем и работаем со стратегическими инвесторами для того, чтобы в полной мере реализовать данный проект. Ну и, соответственно, пока мы будем формировать условия для развития предпринимательства в сфере туризма, мы должны, конечно же, поддержать сектор МСП, который будет, в свою очередь, поддержан какими-то субсидиями едиными, да, по инфраструктуре, по турснаряжению. И поэтому на сегодняшний день точного решения нет, поэтому мы должны еще доработать те государственные программы. Пропуск весеннего половодья на территории республики сегодня стабилен. На реке Лени нижняя кромка ледохода наблюдается у гидропоста Джарджан, где накануне начался ледоход. Уровень воды при вскрытии ниже нормы на 90 сантиметров и наблюдается закраины на устьевой части реки Лены. Сегодня вследствие выхода волны с рек Витима и Алекмы у города Алекминска сформировалась волна паводка. Общий уровень подъема воды составляет 60 сантиметров. В ближайшие 2 суток повышение воды начнется у города Покровска. На протяжении реки Алдан также продолжается рост воды от 5 до 50 сантиметров за сутки. В связи с этим закрыт проезд на 350-м километре автодороги Амга-Усть-Майского района. Сегодня там установлено круглосуточное дежурство. По северным рекам на реке Яна нижняя кромка отмечается бывшее села Устьянск. Мы знаем о том, что Устьянск один раз очень сильно был затоплен, но сегодня там уровни тоже низкие. У гидропоста Нижний Янск наблюдается закраин, и где-то 31 мая по 1 июня, наверное, ледоход дойдет до устьевой части. На реке Колыма сегодня также завершается выход ледохода на устьевой части. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 10 километрах ниже села Походск. У села Походск уровни воды также ниже опасных отметок. На реке Лазея у населенного пункта Андрюшкина начался сегодня густой ледоход. Уровни воды ниже опасных отметок. Ну, мы знаем о том, что в этом году на северах в основном из-за аномальной теплой погоды реки вскрываются в этом году очень нормально.
Во время паводка в республике пострадали 18 населенных пунктов в Горном, Алекминском, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, Намском районах и в городском округе город Якутск. В зону подтопления попало 327 дворовых территорий и 220 жилых домов, в которых проживает порядка 1060 человек. Граждане, чьи дома и имущество попало в зону подтопления, могут рассчитывать на финансовую компенсацию. Для этого необходимо обратиться в администрацию населенного пункта. Если из бюджета муниципального образования невозможно покрыть расходы на компенсации, то они будут компенсироваться из республиканской казны. Предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 5000 рублей на каждого человека, при частично утраченном имуществе 10 тысяч на человека, при полной утрате имущества 20 тысяч на каждого человека. Раньше обязательно была необходимость регистрации людей, также детей. На сегодня она может подтвердиться справками, то есть муниципальное образование может дать справку. Справка от предприятий тоже идет, поэтому тут таких жестких ограничений не будет. Также требуется в этом году заявление, раньше от семьи требовали, а сейчас от каждого человека. А если дети или недееспособны, то опекуну или родители. С сегодняшнего дня заработали паромные переправы на реке Лени, Якутск-Нижний Бестях и на реке Алдан, Мегино-Алдан-Кыскил. На реке Лени пока задействованы 6 единиц паромов, которые в дальнейшем вырастут до 15. А на реке Алдан 3 единицы техники. Какая обстановка на берегу и что везут загруженные под завязку грузовые фуры в Якутск, узнавала Велена Спиридонова. Здесь ждем почти 3 дня. 3 дня уже ждете? 3 дня, да. А арбузы откуда везете? Узбекистан. Так, и что вы скажете про паромную переправу? В этом году она готова, нет? Это прошлый год это нормально был. Этот год что-то чуть-чуть долго идет. Попасть на паромную переправу спешат не только предприниматели, но и обычные жители. Кому-то не терпится начать путешествовать, кто-то уже заполняет свои командированные удостоверения, а кого-то заждались родные. Берега что в Якутске, что на Нижнем Бестяхе переполнены машинами. Ждать ли автомобильного коллапса этим летом? И цены довольно-таки оптимальные. По сравнению, то, что, допустим, на лодке, если пассажир стоит 500 рублей, то тут пассажир, получается, водитель 500 рублей и машина. Я думаю, что внутренний туризм у нас развивается, поэтому мы ожидаем наплыв. На данный момент работаем по загрузке с 8 утра и до заката, потому что в темное время суток не рекомендуется сейчас движение. Как отмечают водители, порядок перевозок значительно улучшился. Очереди стали проходить быстрее по сравнению с предыдущими годами. Это ваш сегодня первый паром? Да, первый. В этом году первый. По работе езжу, в командировке там, Уснера, Усьмая, там, далее. Я приехал посмотреть паром. Завтра я выезжаю на охоту на тюльпана, Чурапче, поэтому проверяю. Сказали, сегодня будет. Вот как раз наступил тот день, наконец-то. Еще лучше, что не как раньше, раньше же была драка здесь, ДТП всякие. Сейчас через контролер проезжают, это лучше так делают. На сайте или в приложении «Паромы Якутии» обновлена информация по тарифам. Также любой желающий сможет наблюдать в прямом эфире трансляцию по обстановке на причалах. В грузовых перевозках внесены нововведения. Будут в этом году введена электронная система оплаты за проезд. Что касается других паромных переправ, то там мы продолжим внедрять системы отслеживания в рамках мобильного приложения «Паромы Якутии». В целом по обустройству причалов на участке Нижний Бестях, Даркалах, соответственно, мы планируем забетонировать дорогу, окружную дорогу. Ранее первых пассажиров перевозить начали с другой паромной переправы Качекаца-Махсоголох. А вот на переправах Кангалас-Сотинцы продолжаются аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно по данному маршруту суда начнут ходить с 1 июня. Велена Спиридонова, Григорий Хлопков, Якутск. 8 воздушных судов ведут авиапатрулирование леса на территории 11 районов республики. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госком-ОБЖ региона Иннокентий Андросов. По республике сегодня действующих лесных пожаров нету.
Авиапатрулирование сегодня осуществляется 8 воздушными судами в 11 районах Бельгийской центральной и заречной группы районов и окрестностях города Якутска. Сегодня самолет-зондировщик Як-40 планировал сначала вылет в Усалданский улус, потом поменяли его в Хангалайский улус, в поисках ресурсных облаков, но по причине отсутствия хороших нормальной облачности ресурсной мы сегодня отменили и завтра также будем ждать нормальные ресурсные облака. Якутские ученые разрабатывают информационную систему спутникового мониторинга лесных пожаров. Она позволит оперативно в автоматизированном режиме получать и обрабатывать данные различных спутников лесопожарного мониторинга и отображать полученные результаты в виде многослойной интерактивной карты. Подробности в сюжете Ульяны Шагиной. Первая станция по приему данных с метеорологических спутников была установлена в Якутии еще в конце 90-х годов и стала одной из первых в России. Уже тогда Якутский институт космофизики передавал авиалесоохране космоснимки с обнаруженными очагами пожаров. С тех пор технологии шагнули далеко вперед, и сегодня ученые могут получать снимки с космоса очень высокого разрешения. Мы используем данные дистанционного зондирования, это спутниковые данные. В настоящее время на околоземной орбите находится большое количество спутников, которые обеспечивают лесопожарный мониторинг. Несмотря на то, что спутники эти не только российские, но и других зарубежных стран, данные находятся в свободном доступе. Их используют ученые Института космофизики. При этом новая программа, которую они сейчас разрабатывают, показывает не только текущие данные о пожарах, но и другую, не менее важную информацию. У нас есть информация, например, о текущей пожароопасности и прогнозных значениях на неделю. Да? То есть можно посмотреть, какие территории, например, в течение недели будут относиться к территориям с повышенной пожароопасностью. Помимо этого у нас есть метеорологические параметры, которые имеют важное значение при борьбе, например, с пожарами. Да? Это прежде всего, например, скорость и направление ветра, вообще общая температура, осадки, влажность воздуха, то есть всю эту информацию можно визуализировать. Параллельно ученые изучают изменения растительного покрова в местах пожаров, а используя личную базу данных многолетнего изучения различных местностей, вывели картину лесных пожаров в Сибири в условиях глобального потепления. Мы увидели, что в целом общая пожароопасность повышается. Более того, наметились тенденции, что более раннего начала, поскольку в некоторые регионы Якутии, например, весна стала приходить раньше, причем заметно раньше. Данные со спутника помогают изучать и экологию на месте природных пожаров. К примеру, выделение метана, которое еще больше нагревает атмосферу. У нас после пожаров остаются гари, которые начинают продуцировать метан. Получается, что у нас после пожаров идет оттаивание вечной мерзлоты, а в вечной мерзлоте у нас хранится очень много углерода, который начинает превращаться в углекислый газ и в метан. Все эти данные ученые изучают по спутниковым снимкам. Кстати, информация о пожарах, которые постоянно обновляются, находится в абсолютно свободном доступе на сайте института. Воспользоваться ими могут не только профильные организации, но и физические лица. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. В Нерюнгринской больнице в новом паллиативном отделении появится новый аппарат ультразвукового исследования, современная мебель и оборудование. Все это благодаря компании «Колмар». Подробности у Ирины Ждановой. Одно из направлений социальной помощи, которую оказывает угледобывающая компания, это поддержка здравоохранения. И это уже не первая гуманитарная акция от компании «Колмар». Мы, как компания, заинтересованы в том, чтобы численность нашего предприятия постоянно росла в связи с тем, что мы строим новые объекты. Мы, используя и местные кадры, и когда их не хватает, привозим из других регионов доноров, из бывших республик Советского Союза, СНГ, новых сотрудников. Как правило, это молодые люди с семьями, женами, с детьми. Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы эти люди приезжали сюда на долгий срок. Финансовая помощь Нерюнгринской центральной районной больницы от компании «Колмар» составила 6,5 миллионов рублей. На эти средства закуплена мебель, оборудование и аппарат УЗИ для нового паллиативного отделения. Сегодня компания «Колмар» в очередной раз
оказала акцию благотворительности и предоставила аппарат ультразвуковой диагностики Sony Scape S6 Pro. Сфера данного аппарата многопрофильна. На данном аппарате возможно применение в области кардиологии, неврологии, акушерства и гинекологии, онкологии. 2 специалиста уже прошли обучение для работы на новом аппарате. И с 1 июля паллиативное отделение начинает свою работу в поселке Чульман, где найдет свое применение и новое оборудование. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Новосибирские волонтеры проводят бесплатную стерилизацию собак и кошек в Якутске. Здесь команда работает с 29 мая по 5 июня. Так, за 2 дня уже стерилизовали около 200 животных. Операции проводят 3 опытных врача-хирурга и врач общей практики. Волонтеры работают в рамках проекта «База реабилитации», главная задача которого – гуманным способом регулировать численность бродячих животных. Специалисты работают при поддержке Арктического государственного агротехнологического университета на базе ветеринарной клиники «Айболит». Кроме того, запланирована встреча специалистов университетов, факультета ветеринарной медицины и активистов проекта, в ходе которого они обменяются опытом по работе с потоковой стерилизацией. На сегодняшний день проект выездных потоковых операционных дней был уже в городе Грозном, в приюте Рамзана Кадырова. Мы были также осенью в Петропавловске-Камчатском. Одна из миссий проекта, что после нашего приезда, точнее, во время нашего приезда мы передаем опыт, и мы учим волонтеров организовывать подобные операционные дни. И после нашего уезда волонтеры подхватывают эстафету и продолжают эту миссию. Это очень важно. В Якутии продолжается сдача единых государственных экзаменов. Сегодня выпускники по всей стране сдали русский язык. В этом году на него выделено 2 дня – 30 и 31 мая. Сделано это в целях эпидемиологической безопасности. Этот предмет является самым массовым. Его сдают все школьники после 11 класса. В Якутии в текущем году госэкзамены будут сдавать более 8,5 тысяч школьников, а в столице региона и городском округе Жатай около 3000 учащихся. В пункте проведения экзамена побывала моя коллега Светлана Амосова. Полная готовность, индивидуальные номера на столах, проверка камер видеонаблюдения, а также заполнение на учебных досках всей необходимой информации. С минуты на минуту в 17-й школе начнется единый государственный экзамен по русскому языку. Ребята проходят в аудитории. У них с собой паспорт, бутылочка воды, шоколад и гелевые ручки. 1, 3, хорошо. Так, Маргарита, 3А. 3А, А3. В школе номер 17 в этом году экзамены сдают выпускники Якутской городской классической гимназии. Это 81 человек. Саша Степанов начал готовиться к ЕГЭ заранее, чтобы получить высокие баллы. Для этого он занимался самостоятельно и ходил к репетиторам. Ну а сейчас как твой настрой? Боевой. Хочу уже сдать, не отстреляться, а прям сдать на хорошие баллы и поступить. Планирую поступать здесь, в СУФУ, на лечебное дело, факультет медицинский. Во-первых, все-таки у меня в семье очень много медиков. Во-вторых, я проходил много профориентационных курсов и вообще смотрел на профессии, смотрел на вузы, и ближе к сердцу и интереснее лежит все-таки медицина. Экзамен по русскому языку является самым массовым, ведь его сдают все выпускники без исключения. Чтобы избежать массового скопления участников, он распределен на 2 дня. В этом году также у нас задействовано 21 пунктов проведения ЕГЭ в городе Якутске. И в связи с тем, что вот у нас в этом году капитальный ремонт, были закрыты 7 пунктов проведения ЕГЭ, а и вместо них были открыты 8 пунктов. Вот. В данное время все пункты проведения ЕГЭ, они обеспечены необходимым оборудованием, начиная от магнитных искателей до IP-камер. В этом году ЕГЭ сдают 11-классники, которые не имели опыта сдачи экзаменов в кабинетах и заполнения экзаменационных бланков, так как 2 года назад ОГЭ после 9 класса не проводился из-за пандемии коронавируса. Помимо этого, все 11 лет ребята учились по новому стандарту, поэтому контрольные измерительные материалы совсем другие. Готова я точно на 100%, потому что русский я знаю с детства, и учимся мы уже 11 лет учим русский язык. Поэтому, думаю, я готова. Надеюсь, конечно, на высокие, но не хотелось бы предугадывать, просто написать на хорошие баллы.
В последние годы по всей стране проводят мониторинг условий проведения экзаменов, и Якутия всегда находится в зеленой зоне. Всего по республике организовано более 200 пунктов проведения ЕГЭ. Мы работаем, являемся пунктом ПП по ОГЭ, по ЕГЭ уже 12 лет. Поэтому опыт работы есть, коллектив профессиональный, в общем, поэтому все экзамены, сдача экзаменов у нас проходит без замечаний. Экзамены традиционно проходят в 3 этапа. Досрочный состоялся с 21 марта по 18 апреля. Основной начался 26 мая и закончится 2 июля. И дополнительный пройдет с 5 по 20 сентября. Более подробную информацию можно посмотреть в телеграм-канале ГИА Миноборнауки. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Якутск. До начала открытия первой летней смены в детском лагере «Алмаз» остаются считанные дни. Подготовка учреждения к приему детей идет полным ходом. Однако объем работ, который еще необходимо провести до полной готовности лагеря, еще велик. Проводится очистка территории от прошлогоднего мусора, большой субботник, на котором побывала и наша съемочная группа. Большой субботник на оздоровительной базе «Алмаз» – дело традиционное. Ежегодно в нем принимают участие все бюджетные предприятия города. В этом году среди них были работники Комитета по молодежной и семейной политике, спорткомитета, сотрудники доп. Образования и районной администрации, также работники детских садов. Сегодня на детской оздоровительной базе «Алмаз» принимают более 100 человек участие на субботнике. Очень отрадно то, что многие организации подали заявки и отправили своих работников к нам на субботник. Участникам субботника предстояло убрать площадь в 11 гектар. После получения инвентаря, метел, кистей и краски, также строительных инструментов, все разделились на группы. Каждая директором лагеря была направлена наводить порядок на разные участки. Убираем мусор, как видите. Для детей все подготавливаем. Таким макаром, чтобы ничего не было, нигде не валялось. Мы убираем тут полностью листочки, елочки, вот эти, которые падают, иголки и шишки. И, как видите, еще мусор. Плодотворной работе способствовала и погода. Этот день выдался теплым и солнечным. Он приподнял настроение трудящихся. Нас здесь с администрацией 45 человек. То есть буквально там остались дежурные по одному человеку, даже не в каждом кабинете. Остальные все здесь, все воодушевлены. Очень радует погода. Боялись, что будет холодно. Ну а так хорошо. Трудимся. Не только убирали прошлогоднюю листву, шишки и упавшие от тяжести снега огромные ветви деревьев, но и красили и ремонтировали лавочки и детские площадки. После нескольких часов уборки – горы мусорных пакетов, которые после окончания субботника компания «Гранит» вывезет на свалку. В результате дружной и слаженной работы территория оздоровительной базы «Алмаз» была полностью расчищена от мусора. Уставшим, но удовлетворенным своей работой участникам субботника был предложен горячий обед – солдатская каша, бутерброды и горячий чай. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Финишировала туристская олимпиада среди детских садов, которую проводят члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей из города Нерюнгри. В этом году в соревнованиях приняли участие 214 дошколят. Второй год подряд к нерюнгринцам присоединяется команда алданских юных спасателей. Татьяна Вахнина с подробностями. Вот таким образом команде юных спасателей из детского сада «Снежинка» предстоит переправиться из одной точки в другую. Задача не из легких, но детвора успешно справляется с ее выполнением. Страховочное снаряжение надежно закреплено, а ловкости и сноровки ребятам не занимать. Несмотря на то, что это очень юные спасатели, видно, что у них есть порыв, желание заниматься нашей деятельностью. И за это, конечно же, мы испытываем отрадные чувства. Переправа – это только первый этап полосы препятствий. Организаторами туристской олимпиады «Игратории» выступают члены Всероссийского студенческого отряда спасателей из города Нерюнгри. Среди нерюнгринских дошколят соревнования проводятся ежегодно. Воспитанники алданской «Снежинки» участвуют в олимпиаде во второй раз. Ребятам очень нравится. Единственное, что у нас не получалось приехать в город Нерюнгри, пройти 5-й этап. Гости приехали к нам. В команду юных спасателей вошли 12 мальчишек и девчонок. Преодоление полосы препятствий стало финальным этапом Олимпиады. Предыдущие 4 испытания проходили дистанционно. В ходе выполнения заданий ребята узнали массу интересных и полезных вещей. Спартакиада состоит из 5 этапов. Первый этап – виды костров, второй этап – виды узлов, третий этап – бардовская песня, четвертый этап – Олимпиада «Моя безопасность» и 5-й этап – туристская полоса препятствий.
Отправляясь в поход, важно подготовиться к любым ситуациям. Например, вот это одеяло незаменимо при охлаждении. В ходе выполнения заданий Олимпиады ребята ознакомились с оборудованием и оснащением, необходимым для оказания первой помощи пострадавшим. Кроме того, туристы попробовали силы в транспортировке товарища. Ну, конечно, очень интересно и очень полезно. Это новое дело. Участие дошколят в играторе педагоги нашли весьма полезным. В будущем алданцы отправятся на соревнования в Нерюнгри. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Глава республики Сан Николаев подведет итоги мая в эфире передачи «Якутия вперед» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха», а также «Радио ТТ». Основной темой программы станут меры, принимаемые в пожароопасном сезоне 2022 года, и ситуация с прохождением паводка. Будут подведены основные итоги встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств по вопросам обеспечения устойчивости социально-экономического развития республики во время работы в Москве, а также итоги участия в хозактиве компании «Алроса» в Мирном и рабочей командировке в Сунтарском Улусе. Кроме того, в программе речь пойдет о строительстве и капитальном ремонте школ в Якутске, дальнейшем совершенствовании оказания медицинской помощи в республике и реализации в регионе проекта «Чистая Арктика». Эфир программы смотрите в 20:30 на Якутии-24 и в 21:00 на НВК «Саха». На этом все. Наши корреспонденты следят за развитием событий. До встречи в эфире.